22 января начался Юй, то есть канун Нового года, канун Шага. И в этот период времени наши предки всегда проводили обряды, очищались умственно, духовно, а также основное внимание, конечно же, уделялось тувинской традиционной кухне. В начале мастер-класса «Познавательный экскурс в историю» директор Тувинского кадетского корпуса Сылдыс Мангуш рассказал о традициях, обычаях и ритуалах, которых необходимо придерживаться во время подготовки и проведения Нового года по лунному календарю. Испокон веков наши предки передали по обычаям нашим, именно каким образом нужно готовить исконный тувинский долган. Тут очень много полезных свойств. Улучшает микрофлору кишечника, улучшает волосы. В настоящее время из тувинской долгана изготавливают даже противовоспалительные лекарства. Коллектив Тувинского кадетского корпуса для участия в акции закупил 50 килограммов муки из жареного ячменя. Национальную еду планируют отправить военнослужащим, которые задействованы в специальной военной операции. Заморозим и направим на фронт, то есть участникам специальной военной операции. Так как там очень много наших ребят, там очень много наших выпускников участвуют в настоящее время. И для них, конечно же, родное, сделанное своими руками своих наших учащихся, тувинский долган будет очень полезным. Основное содержание тут это тувинский долган. Мы туда добавили сахара чуть-чуть, сухого молока чуть-чуть подсолили и топленое масло. В топленом масле все это округляем в виде шариков и замораживаем. Повышение осведомленности и формирование потребностей в здоровом питании среди школьников – одна из целей мероприятия. Как сообщают организаторы, к акции подключатся и другие образовательные учреждения. Данная акция проводится с целью популяризации именно тувинской культуры. Дети должны знать о здоровом питании. Именно тувинский долган, потому что он очень питательный, очень много элементов, которые полезны для здоровья, и оно не портится, не скоропортящий продукт получается. К этой акции будут присоединяться все школы нашей республики. Не только школы, но и среднеспециальные учреждения, образовательные учреждения и ТГУ. В мастер-классе приняли участие воспитанники 5-7 классов. На этом мастер-классе я научилась лепить из долгана маленькие шарики. Сам долган обладает питательными свойствами. Им можно так же, как и просто пайком питаться, так же, как и обычной пищей. Один шарик уже может наполнить организм. За 2 дня из Тува-Долгана коллектив Тувинского кадетского корпуса совместно с воспитанниками планирует заготовить около 1000 небольших шариков. Далее груз будет передан в единый штаб помощи военнослужащим. Айра Сабы, Мангуш Самдан Эрге, телеканал Тува-24.